Вот и подошел 365-й день 2022 года. Уже завтра мы повесим новые календари. А пока все готовятся провожать старый 22-й и встретить 2023. Новый год для многих особенный праздник. Он ассоциируется с теплыми воспоминаниями из детства. Запах живой елки, вкусное оливье мамы, теплые пироги бабушки, бенгальские огни, куча гостей, мандарины и долгожданные подарки. Многие жители республики продолжают соблюдать эти новогодние ритуалы и создают новые традиции, наполняющие этот день радостью. Новогоднее оформление улиц, украшенные витрины магазинов усиливают предпраздничное настроение. Время утреннее. Вокруг столичной елки не так много народу. Чего не скажешь о продуктовых магазинах. Здесь настолько многолюдно, что тележки тяжело доезжают до кассы. Кстати, корзины набиты битком, и содержимое у всех очень схоже. Почти в каждой мандарины, банка зеленого горошка, яйца, майонез. Под прицелом покупателей также отдел с колбасными изделиями. Несложно догадаться, какое традиционное блюдо будет на большинстве праздничных столов. Мы видим у вас майонез, зеленый горошек в корзине. Обычно готовлю сач. Сач готовлю, мясо по-французски готовлю, вот на Новый год. Но сегодня я решила стейки приготовить и салат оливье. А все уже накупили для оливье? Да, все. А из чего вы делаете? Из колбасы или... Из мяса. Всегда из мяса, только из мяса, потому что и домашним, и мне из мяса нравится салат оливье. Тем временем Светлана Албогачиева вместе с супругом выбирают сладкие подарки. Дедушка с бабушкой готовятся встречать Новый год с внуками. Дети приходят, внуки приходят, мандарины, стол кушать готовим. Много в магазинах и юных потребителей делятся, как празднуют Новый год. После этого дарю прогулки. А вообще подарки же я не Нового года, ухшер. Малых подарки. Я несу, но друзей, родственников, все вместе собираемся. Готовим с мамой разные блюда. А какие ваши любимые блюда? Оливье, салат. Количество покупателей в последние несколько дней выросло в разы, рассказывают продавцы. А все, кто оттягивал приготовление до последнего, сегодня буквально заполнили торговые объекты. Такой жесткий наплыв вчера, сегодня. Да, на оливье салат, наверное, берут колбасу, там, яйца, горошек зеленый и подарки детям, наверное. А и фрукты какие больше спросом пользуются? Бананы, мандарины, именно в Новый год так. Как же без новогодних подарков, которые всегда ассоциируются с волшебством. Их ждут не только дети, но и взрослые. Подарочные парфюмерные магазины сегодня заполнены людьми. Последние годы покупатели при выборе презента на главное зимнее торжество отдают предпочтение уходовой косметике, парфюму, денежным сертификатам и подарочным боксам, в которых содержится разнообразие косметических продуктов. Сотрудники магазинов рассказывают, милые дамы гораздо более, чем мужчины, тяготеют к новогодним сюрпризам. В этом году количество продаж превысило прошлогодние наши продажи. Хоть в прошлом году нам пришлось работать очень долго. Мы никогда не соблюдаем установленный график, мы всегда перерабатываем до самого последнего покупателя, и порой мы здесь оставались до часу ночи. Да, спрос очень высокий, и люди, даже если не празднуют, просто пытаются друг друга порадовать, и это очень классно. Много ли новогодних боксов вы продали? Да, за вчерашний один день, за 30 число, это даже не 31, мы продали больше 100 боксов. Чаще всего, конечно же, дарят женщины. К сожалению, я не знаю, почему такая тенденция. Возможно, просто мужчины присылают своих женщин, чтобы они купили другим женщинам, сестрам, бабушкам, тетям, мамам. Поэтому чаще всего берут женщины. Возможно, им легче с нами контактировать. Но мужчины тоже берут, и они очень тщательно относятся к своим подаркам, очень долго выбирают. Не до отдыха сегодня и флористам. Предполагают, что работать будут до 9-10 вечера. Своих клиентов радуют интересными предложениями. Новогодние композиции выполнены из живой хвои, которая не выглядит чужеродным элементом и органично вписывается в букеты. Также снабжены другими атрибутами – елочными игрушками, шишками. Это на любителя, если честно, да. Но люди любят, когда им что-то новое показываешь. Поэтому есть свои клиенты и на это. А так в основном, конечно, классика. Классические голландские красные розы.
Покупатели делятся, что новогодние букеты дарят особое праздничное настроение и никогда не оставляют равнодушными женщин. Заказала цветы для мамы и свекрови. Мне уже нравится, как собирают. Жду, вот пока соберут. Я очень довольна. А как вы встречаете Новый год? В кругу семьи. Позвали всех близких, родных. Вот накроем стол и будем встречать. Ну а пока одни выбирают подарки, другие набирают продукты. Наша коллега, ведущая утренней редакции Аза Ташхоева, уже отварила все ингредиенты для классического советского оливье и приступила нарезать их кубиками. Намерена наполнить целый тазик салата, так как супругам ждут вечером много гостей. Решила начать с него, потому что он занимает много времени. Люблю я готовить его с колбасой, если честно, с мясом я не очень люблю. Но я знаю, что многие любят с мясом, особенно взрослые, поэтому я сегодня буду готовить с мясом, с вареным, потому что я пригласила к себе семью мужа. А помимо оливье, что еще будете готовить сегодня? Я планирую приготовить курицу, запечь ее в духовке, приготовить стейки сёмги и салаты еще я приготовлю, нежный приготовлю. Годовые отчеты сданы, четвертные оценки получены, зачеты закрыты. С последнего дня декабря начались самые длинные зимние выходные. Традиционно 31 декабря выдается очень суетливым, но счастливым. В этот день все друг другу шлют теплые новогодние поздравления. Но самое главное – здоровье и благополучие. А потом уже все остальное. Чтобы был мир, чтобы не было войны, чтобы наша молодежь не умирала, чтобы они берегли себя. Себе на 2023 год я желаю хорошо сперва окончить свою школу, хорошо закрыть свои годовые оценки. Я халдер везінде массово сагмяши бол ждом соца. Половин цехет штепа дикчу аура дедерзил везінде веркате халдер. На Новый год я хочу пожелать, как бы банально это ни звучало, семейного такого тепла, всем уюта, чтобы все близкие были рядом, чтобы поменьше было какой-то печали, грусти, которой так много было в 2022 году. Я хочу, чтобы этот год унес весь негатив, который был. Не помнишь ты стихотворение? Забыла. Забыла? А что ты на Новый год пожелаешь? Ну, не знаю. Счастья, здоровья, чтобы все желания исполнялись, чтобы у них в жизни был успех. Я желаю нашей республике процветания, чтобы мы с каждым годом становились все лучше и лучше. Думаю, у нас тенденция, в принципе, такая, мы прогрессируем, это круто очень. У нас все больше и больше классных проектов. Мы работаем над ошибками и становимся лучше с каждым, даже не годом, а месяцем. Поэтому я желаю процветания. Сегодня в архиве жителей появятся крайние семейные фото 2022 года. Кого не спроси, все намерены встречать 2023 под бой курантов в кругу семьи. В этом году массовые гуляния, праздничные концерты в ночь 31-го в регионе отменены. В связи с этим Новый год станет еще более семейным праздником. Диана Дударова, Ахмед Горбаков. Новости 24.